Сыктывкарский суд на 2 месяца поместил под домашний арест Евгения Попова, начальника управления дорожной инфраструктуры, транспорта и связи столичной администрации. Муниципального чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, были нарушены конкурсные процедуры при отборе перевозчика на один из маршрутов общественного транспорта. Сам фигурант вины не признает. Из зала суда репортаж Эдуарда Бушуева. Сюда подойдем. Зал Сыктывкарского суда. Суббота, 22 января. Кроме Евгения Попова, его адвоката, следователя, прокурора и судьи с секретарем, лишь конвой и минимум прессы. Защитник выкладывает на стол награды своего клиента в расчете на снисхождение Фемиды к его прежним заслугам. Суд, принимая все доводы следствия, отправляет Попова под домашний арест. Принимая во внимание обстоятельства дела, в рамках которого Попов предъявлен обвинение, данной его личности и занимаемой им должности, у суда имеется основание считать, что есть реальный риск того, что Попов, будучи лично знакомым со свидетелями, дающими изобличающие его показания, часть из которых находится в его подчинении, находясь на свободе, может оказать на них давление. Также опасаясь уголовной ответственности, может скрыться от органов следствия. Сотрудники регионального управления ФСБ задержали Евгения Попова 20 января. Следствие инкриминировало ему некую заинтересованность в итогах открытого муниципального конкурса по выбору кандидата на пассажирские перевозки по одному из маршрутов. Используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, путем совершения незаконных действий при отсутствии фактических и законных оснований, создал условия для гарантированной победы индивидуального предпринимателя в конкурсе на право получения свидетельств об осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории города, чем ограничил конкуренцию других участников конкурса. Евгений Попов, как начальник управления дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации Сыктывкара, по своей должности возглавлял конкурсную комиссию. По некоторым данным, речь шла об автобусном маршруте номер 33А от столичного автовокзала до Эженского района Сыктывкара. Летом прошлого года от этого маршрута отказалось одно из крупных региональных предприятий. Мэрия столицы республики объявила новый конкурс, на который заявились 2 участника – Товарищество индивидуальных перевозчиков и индивидуальный предприниматель. Когда последний его выиграл, конкуренты обратились в антимонопольную службу с жалобой на нечестную победу. Оказалось, часть маршруток ИП не были представлены к обязательному осмотру, при этом сославшись на некое отсутствие ключей. Дал незаконное указание своему подчиненному о внесении недостоверных подложных сведений в акты осмотра транспортных средств. Достоверно зная о том, что в некоторых транспортных средствах отсутствовало необходимое оборудование, а также то, что в некоторые транспортные средства не было вообще доступа. Соответственно, подчиненный выполнил его указание, что повлекло получение одним из участников, победителем конкурса, свидетельства на право осуществления перевозок. Срок для домашнего заключения суд для Попова определил стандартный – 2 месяца. Подследственный будет ограничен в связи, в доступе к интернету. Все для того, чтобы исключить общение с свидетелями и возможное давление на них. Что можно Попову, а что нельзя, судья разложила буквально по полочкам. Вас помещают под домашним арестом с сегодняшнего дня по адресу вашего проживания. То есть, если вам требуется куда-то выходить, какие-то проблемы есть, осмотр медицинский, еще что-то, то есть за пределы не вызов скорой помощи на дом, то вы об этом пишете заявление следователю, который находится, который дело расследует. И без разрешения вы не вправе покидать. Общение с адвокатом, с иными лицами, с родственниками вам не запрещено, которые могут к вам приходить домой. Домой к вам. Вы выходить к ним не вправе. А к вам можно. Вам нельзя приходить и общаться с вами только с лицом, который будет проходить свидетелями, о чем вас следователь должен быть информирован. К слову, история с начальником управления дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации Сыктывкара уже не первая в череде столичных неурядиц. Не так давно мы сообщали о скандальной ситуации в Сыктывкарском муниципальном предприятии «Жилкомсервис», массово уволенные сотрудники которого обратились за помощью главе Коми. И вот сейчас расследование в отношении высокопоставленного муниципального чиновника. 19 марта суд решит, отпускать ли Евгения Попова из-под домашнего ареста. Говорят, фигуранту громкого дела вскоре исполнится 60 лет. Эдуард Бушуев, Алексей Паршуков, телеканал Юрган, Сыктывкар.